И говоря, братья, про зина, опять-таки, это явление, которое получило очень широкое распространение в этой умме. И те наказания, которые постигли эту умму, одна из причин, конечно же, это зина, распространение этого зина. И сегодня столько, вот даже жизнь наша, настолько ее приспособили к тому, чтобы человек просто подталкивает человека к этому зина. Ты просто включи телевизор. Простые какие-то рекламы, наверное, там носовых платков, даже они так их сделали, чтобы человек, он сам того не понимая, шел к этим вещам. Мы сегодня с вами, субханаллах, мусульмане, ахля сунна валь джама, халатно относимся к этим вещам. Аллах, субханаллах, та'аля, что говорит про зина, братья? «Валя такрабу зина», говорит, и не приближайся к зина. Почему не говорит Аллах, ля тазни? То есть не делай зина, не приближайся к зина. Суть аята в чем? Чтобы любая причина, которая нас может привести к зина, чтобы мы ее обрубали ее с концами. А сколько этих причин, братья? Сколько из нас пренебрегает? Даже в этот месяц приходят братья, говорят, Аллах, ахи, что делать? Мой брат мусульманин, ахля сунна, салафит, и там миллион можно эпитетов дать. Брат такой, альхамдулля, по телефону общается с сестрой, с ухтишкой. И есть у него невеста, субханаллах. Братья, до чего мы дошли? Это смертный грех. Общаемся, те же соцсети. Сколько здесь, братьев, такие группы, ахля сунна валь джама, таухид, там такие. Смотришь, мусульмане заняты чем? Общением. Харам, братья, харам. Харам тебе общаться с ней. О чем ты с ней говоришь? Ахи, я же ей да'ват. Какой ты да'ват ей делаешь? Джахиль ты. Какой ты да'ват ей делаешь? Ты харамом занимаешься. Посредством харама ты да'ват ей делаешь. Поэтому сегодня мы сидим с такими бородами в мечети. Ахи, джазакаллах, палец не спускаем. Выходим с мечети. Начинаются эти разговоры. Это же, братья, разговаривать нам можно. Единственная цель. И то в наших словах. Если ты не можешь, единственная цель, это целью жениться. Не мнимая такая косвенно, может быть жениться. Нет, хочешь жениться, нашел кандидатуру, договорись с ней о женитьбе и женись. Вот все, только для этого. Не там с ней роман крути, 3 дня общайся, неделю там с ней ходи, хочешь жениться, увидел ее, женись. Или ты, допустим, интернет, находишься на том, далеко от нее, сказали сестра, увидела фотографию, узнал о ней, допустим, хочу то-то, то-то, согласился, женись. Более этого, харам тебе, брат, харам тебе разговаривать с ней. Ухтишка, может я тебе помогу что-то? Это что за братья? Вы себя не обманываете этими словами, ахи, ухти, там, туда. Эти вещи, братья, это самообман. 1000 раз назови ухти, это такарруб или зина, приближение к зина, останется этим приближением. 1000 раз скажи братьям, ахи, я ей да'ват делаю. Это да'ват, 0 ему цена. Он останется приближением к зина. И пусть каждый из нас себе задаст вопрос. Вот было ли со мной такое, являюсь ли я из тех людей? Если ты, брат, являешься, то знаешь, что харам тебе. Мусульманину с сестрой чужой, женщиной, без нужды ему вообще запрещено общаться. Если у тебя нужды нету, какую что-то спросить, тебе запрещено с ней разговаривать. О чем говорит? Что говорит про соцсети эти? Вот это вам, братья, как нас сегодня с рук кормит Иблис. Зайди в соцсеть, зайди там куда-нибудь, не буду даже назвать название этих сайтов. И мы себя обманываем, брат, там такой да'ват, клипы там, имам не поднимается у тебя ничего, не обманывает никого, себя не обманывает. И то же самое, братья, на улицах мы видим. Эти все вещи, которые нас к чему? К зина подталкивают. Что говорит про телевизор? Ты из дома не. Сегодня мусульмане, для него дунья это тюрьмой стало. Ты из дома не можешь выйти. Вокруг это беда, которую наше общество сегодня постигло. Это то, что мы оставили путь пророка, саллаллаху алейхи вассалям. Даже, что говорит про каких-то кафиров, джанри, сегодня наши сестры, смотрят, сестра, маша Аллах, альхамдулля, закрыла лицо, одела хиджаб. Думаешь, альхамдулля, одела хиджаб.
И смотришь сегодня эти закрытые сестры, что они делают? Меняют облик, меняют свои какие-то, внешние какие-то качества, свои внешние части тела. Это харам. Для чего ты это делаешь, сестра? Вопрос к ней. Для чего? Если ты говоришь, я закрылась, сделала тот ваджиб, который меня Аллах обязал, что ты хочешь показать другим? Что ты хочешь показать другим? Зачем ты это делаешь? Ведь ты создана не для этих людей, которые будут смотреть на тебя, смотреть на твои пухлые губы и так далее. Не для этого, субханаллах. Смешно самому. Аллах, это смех стыда, братья. Стыдно за нас. И за нас поэтому эти кафиры сегодня говорят, они закрылись, они бороду оставили, они хуже, чем мы. Потому что мы сегодня даем им повод это говорить, братья. Наши сестры, альхамдулля, сестра, ты закрылась. Зачем эти вещи? И это наши сестры. Наши, как в религии, так чьи-то сестры или жены. Почему не смотрим, братья? Почему мы за этим не смотрим? Это такарруб иля зина, приближение к зина. Понимаете? И поэтому ученые сказали, во время фитн, иджма ахля сунна, ученых, что когда фитна, а сейчас кто мне скажет, что сегодня не фитна? И сказали, что когда фитна, ваджиб женщине никаб одевать. Вот сегодня мне многие сказали, почему ты чрезмерство проявляешь в этом вопросе? Да, моя жена тоже сегодня не может надеть никаб. За то, что это как диковинка сегодня. Диковинка, никабе выйдет, все в шоке. Почему? Потому что один-два вот таких, которые никаб одевают. Тысячи братьев, а их жены, может, даже не закрываются. Что мы про никаб будем говорить? Тысячи здесь братьев, мечеть полная, тысячи человек. Где ваши жены? Мы не говорим даже никаб, хиджаб многих братьев, которые сегодня ахи, ухти, сорта не уходят из слова, многие хиджаб даже не носят. Когда, как я вам говорю, во время фитн ученые сказали, обязательно лицо закрывать. А у нас, то, что у нас творится, вы сами видите.